Над специальными сервисами или как их... Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал трудовых мигрантов из Центральной Азии питательной средой для преступности. По его словам, лишившиеся работы в связи с пандемией в России трудовые мигранты являются уязвимыми к преступности. Работы из-за последствий пандемии лишились около 40% мигрантов, в связи с чем Медведев предложил давать мигрантам добро на въезд в Россию только в том случае, если от работодателя получено недвусмысленное подтверждение его трудоустройства. Медведев предложил ужесточить въезд азиатским мигрантам и тем самым ограничить им доступ на российский рынок труда. Однако эксперты не разделяют эту точку зрения. Так, например, проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Сафонов заявил в интервью КПРУ: «Наш рынок рабочей силы может потерять до 2,5 миллионов человек, и отечественными трудящимися они заменены быть не могут. Мигранты работают там, где низкая зарплата, сверхэксплуатация, невыносимые условия труда, и плюс к этому требование абсолютной покорности, у которой есть все-таки предел. Не случайно произошла забастовка курьеров по доставке еды в компании Delivery Club. Что бы ни говорили, но россиянин не будет работать в таких условиях. У нас и сейчас в службах занятости полно низкооплачиваемых вакансий. Примерно 1 миллион, и никто на них не идет», — сказал он. Самому надо как-то прожить, находясь в России, и квартиру снять, и заплатить за еду, там, за какие-то другие бытовые проблемы. Ну и самое главное, так сказать, отослать большую часть денег в